Кооперативная – первая улица, которую коснулось рейтинговое голосование. Ее протяженность 1200 метров. Здесь более 25 жилых домов. Рядом располагается школа. Но вот добираться до нее для детей настоящее испытание, особенно в дождливую погоду. Осман Зейтов – житель сельского поселения Ачалуки. Он здесь родился и вырос. Проблема с дорогой была всегда, отмечает он. В далеких 2000-х годах тут проложили тротуар. Со временем он пришел в негодность. Сейчас от него одни проблемы. Улица Кооперативная пока лидирует. Она набрала в свою пользу уже более 1300 голосов. Жители голосуют не только через интернет, но и сами вышли к нашей съемочной группе, чтобы рассказать о трудностях, которые доставляют неасфальтированная дорога и слабое освещение. Освещение, слабое освещение. Свет слабый. Да, иман дом ихки кор ходили еще даст. Дахшан, усква машин ела авоти 6 дала, ела юачсан бехол. Дом ох саму дох дом ца. Бехи охи, да, иман что я мне мохал ради. Атмосфера اشتي охи, لا تجو. Да школы озер халым дукьяц, но о юртистер хал адагрич гетер ген расстояница гаш озник бибешчер. Аппарат охо герт озник башта болар. Далее мы перемещаемся на улицу Братская в сельском поселении Вижари протяженностью 1100 метров. То, что дорога нуждается в реконструкции, видно невооруженным глазом. Она в ямах и ухабах. После дождя здесь грязь, слякоть, по которой невозможно пройти. Амина Берсингова проживает тут более 30 лет. Сетует, что детям путь к знаниям в прямом смысле дается нелегко, да и родителям до работы добираться проблематично. В дождливые сезоны возникает проблема для детей добираться в школу, в садик, так как на дороге бывает очень много слякоти. В летнее время, соответственно, бывает очень много пыли, то есть только проедет машина и прям пыль стоит столбом. Поэтому, конечно же, очень хотелось бы, чтобы наша улица была проасфальтирована, дорога на нашей улице. Все завозят, равняют, но все равно после первого дождя все равно появляются ямы. Здесь у нас построен детский садик, школа, это ДК. И детей туда, с этого края села, проблематично везти туда. Если бы помогли бы сделать, заасфальтировать эту дорогу, жители села бесконечно были благодарны. Также по улице Братской нет тротуара и плохое освещение. Создание современных хороших условий в городах и селах – одна из задач федеральной программы формирования комфортной городской среды. Голосование будет продолжаться до 12 июня. У всех жителей старше 14 лет есть возможность отдать свой голос за ту или иную территорию. По окончанию голосования, по итогам, та территория, которая наберет наибольшее количество голосов, уже будет благоустроена в 2026 году. Всего в республике на голосовании представлены 54 общественных территорий. 24 объекта, которые получат наибольшее количество голосов, будут включены муниципалитетами в план благоустройства на 2026 год. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24.